Добрый день, меня зовут Айджан Исмаилова, и я рада приветствовать всех на официальных страницах Национального банка в социальных сетях. Сегодня мы побеседуем с главным экономистом управления денежно-кредитных операций с Азаматом Шамсудиновичем Кулмурзаевым. Азамат Шамсудинович, добрый день. Здравствуйте. Азамат Шамсудинович, расскажите вначале, курсы каких иностранных валют определяются Национальным банком, с какой периодичностью и для чего? В соответствии с конституционным законом Кыргызской Республики о Национальном банке Кыргызской Республики и правилами определения Национальным банком Кыргызской Республики официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому, которые были утверждены постановлением правления Национального банка, Национальный банк определяет официальные курсы 5 иностранных валют по отношению к сому ежедневно. Это доллар США, евро, российский рубль, казахский тенге и китайский юань. Официальные курсы других 40 иностранных валют по отношению к сому определяются на еженедельной основе. Официальные курсы публикуются на официальной интернет-странице Национального банка, соответственно, также на ежедневной и на еженедельной основе. Официальные курсы иностранных валют используются для целей бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения, таможенных операций, статистики и других официальных целей. Однако это не означает, что обмен должен производиться по официальному курсу, публикуемому НБКР. Фактически курсы продажи и покупки в банках и обменных бюро, они формируются на основе рыночного спроса и предложения. А вы не могли бы на примере курса доллара рассказать процесс определения курсов иностранных валют? Курс доллара США по отношению к кыргызскому сому определяется Национальным банком, исходя из сделок, заключенных между коммерческими банками на валютном рынке через автоматизированную торговую систему Национального банка за определенный расчетный период. Курсы других иностранных валют рассчитываются с использованием текущего курса доллара США к сому и курсов иностранных валют к доллару на мировых финансовых рынках. Вы не могли бы еще рассказать, от чего зависит курс валюты? Обменный курс формируется под влиянием множества факторов, каждый из которых в определенный момент времени может оказать свое воздействие на баланс спроса и предложения иностранных валют. Среди основных внутренних факторов можно отметить общую складывающуюся экономическую ситуацию в стране, сезонный фактор, когда в начале и в конце года в период высокой экономической активности возрастает спрос на иностранную валюту, а при этом весенне-летний период, когда начинается туристический сезон, увеличивается предложение наоборот. То есть поступает больше иностранной валюты, а также поступление иностранной валюты по денежным переводам. Это тоже оказывает свое влияние. Есть также внешние факторы. Воздействие внешних факторов, они продиктованы тенденциями развития мировых финансовых рынков, геополитической обстановкой и в определенные периоды складывающейся ситуации в странах основных торговых партнеров Кыргызской Республики. Азамат Шамсудинович, часто Национальный банк, вам, наверное, тоже это известно, сталкивается с тем, что население приходит в Национальный банк обменять иностранную валюту. То есть я даже на своем опыте могу сказать, что я встречала таких людей. И вы не могли бы рассказать, вот как Национальный банк определяет курс валют, но при этом не обменивает? Да, действительно, Национальный банк не занимается обменом иностранных валют на сом. Согласно Конституционному закону о Национальном банке Кыргызской Республики, на территории Кыргызской Республики операциями обмена наличной и безналичной национальной или иностранных валют занимаются только банки, специализированные финансово-кредитные учреждения, микрофинансовые компании, микрокредитные компании, кредитные союзы и обменные бюро, у которых есть соответствующая лицензия, которую они получают в Национальном банке. Я в свою очередь добавлю, что Национальный банк не проводит обменных операций с иностранной валютой, но в Национальный банк можно обратиться в случае обмена ветхих и поврежденных банкнот национальной валюты. И не могли бы вы рассказать в целом, какова политика Национального банка, именно валютная политика? С момента введения национальной валюты в 1993 году в Кыргызской Республике принята система в целом свободная от каких-либо ограничений, называется режим свободно плавающего обменного курса. При данном режиме обменный курс формируется
только на основе рыночных механизмов, на основе спроса и предложения на иностранную валюту. При этом волатильность обменного курса, то есть определенные изменения, является закономерным явлением и не всегда требует вмешательства со стороны регулятора Национального банка. Национальный банк принимает меры только в целях сглаживания резких колебаний обменного курса. И данная политика, она показала свою эффективность и при адаптации к изменениям на мировых рынках, экономических кризисах и внутренней макроэкономической ситуации. В завершение, Азамат Шамсудинович, позвольте поблагодарить вас за то, что ответили на наши вопросы. Ну, а я напомню, что сегодня на мои вопросы отвечал Азамат Шамсудинович Кулмурзаев, главный экономист Управления денежно-кредитных операций.